Долгие 18 лет Хадиза Гитагазова искала своего без вести пропавшего отца. И в 2009 году, благодаря ДНК-экспертизе, наконец нашла. В те годы семья женщины проживала в поселке Южный. Обстрел тогда шел со всех сторон. Последние 50 сагы да, эки хала ардиан рыштходы. Цухунада, кадина, цухунахуна. Заблудиться дят, тулудана. Халты дулыш, акал дулыш, чуахуна, халбиса жахарва, цухунах. Сам Идрис Гитагазов уходить отказался. Дочь несколько раз возвращалась и просила отца пойти с ними. Мужчина говорил, он не покинет дом снова, как это было в 44-м. Мама, хунатигич заблудиться дя. Холилыжи, мама, мискин, дарит печень атака, дарит издужи. Краснодаре, то вежери Краснодаре бар, то вошицы в больнице Айла, кобот бяхарсананс. Благодаря работе Комитета по поиску без вести пропавших осенью 92 года и при поддержке властей Ингушетии в 2009 году были проведены ДНК-экспертизы для 21 человека, чьи имена не были известны. Отец Хадизы лежал в одной из могил под номером 6 на мемориальном кладбище, где похоронены более 600 жертв трагических событий осени 92 года. С ДНК и папой ДНК полностью совпадят. Это паспорт бессрочный. И выдать Ростовской военной лаборатории. Идрис Гитагазов родился в 1926 году. На момент смерти ему было 66 лет. Хадиза благодарна, что сейчас есть место, куда можно прийти и почтить его память. Я просто с возрастом уже 55 лет мадиандисун. Шхама шхадак дохозди жуахалдыз. Жуахалды. Шигда бяха хоз. Шигда хоз бяха. Комитет по поиску без вести пропавших ведет свою работу практически с первых дней. Официально его зарегистрировали в 2014 году. Сейчас в нем числится 7 человек, в том числе и Хадиза Гитагазова, которая работает в комитете секретарем с его первых дней. Непосредственно тут проводились на мемориальном кладбище проводились раскопки. Были раскопаны 19 могил и непосредственно нашлись 9 человек, были установлены 9 человек, один осетин по национальности и 8 ингушей. Среди этих людей был и отец Хадизы Гитагазова. И он числится пропавшим, и в ходе нашей деятельности, в ходе нашей работы мы нашли его отца по милости Аллаха. И вот она может прийти на кладбище, помолиться за отца. Безвестная пропажа – это мучительное незнание, которое растягивается на годы для еще живых. Это надежда, которая до последнего не дает определенности. Сейчас у Хадизы Гитагазовой и тех других, кто нашел своих потерянных близких, есть возможность вспоминать родных и приходить на их могилы. Это спокойствие, которое было обретено большим трудом и огромной болью в сердце. Марьям Акиева, Сулейман Костоев, Магаз 24.